Здравствуйте, меня зовут Татьяна Сабарайкина, я психолог, руководитель школы родителей созидания, благотворительного фонда поддержки детей-инвалидов Харусхал Милосердие. Сегодняшняя тема, которую мы хотим обсудить, это про языки любви, про то, как показывать свою любовь детям, чтобы дети понимали, что их любят, что они чувствуют себя принятыми, нужными в этой семье. Их всего 5 этих языков. Это есть такая книга, автор Черпин, называется «5 языков любви». Можете найти эту книжку и прочитать, там все подробно описано. Давайте остановимся на каждой из них. Что такое языки любви? У каждого человека есть понимание того, как его любят. Если с ним что-то делают, только тогда он понимает, что его любят. Есть люди, которым важны слова. Слова – это когда тебе говорят: «Я тебя люблю», «Я очень тобой горжусь», «Ты очень нужна нам», «Мы тебя так ждали» и так далее. И люди, у которых язык любви слова, они ждут подтверждения, что их любят именно словами, что все говорили ему эти слова. Слова, очень нежные слова могут быть, похвальные какие-то слова могут, поддерживающие какие-то, но это все слова. Утром поговорили, вечером поговорили, они любят поговорить обычно, вот эти люди. Еще есть некоторые люди, с которыми поговори, но они не поймут, что их любят. Им важно, что их обнимали. Для них язык любви называется тело. Эти люди, которые понимают, когда их любят, когда их обнимают, целуют, гладят или просто вместе лежат, обнявшись, например. Поэтому для них это очень важно. Если к этим людям подойти с какими-то словами хвалебными, какими-то, человек может сказать: «Нет, я не знаю, я не понимаю, что меня любят». Если обнимут, только тогда этот человек поймет, что его любят. Есть другая категория людей, которые эти два они не поймут, если мы им покажем такое отношение нашей любви. Они поймут только тогда, когда по отношению к ним мы проявим заботу. Забота – это когда спрашивать: «Сегодня на улице холодно, одевайся потеплее. Я тебя вечером встречу. Я для тебя приготовлю твое любимое блюдо. Не заболел ли ты?» и так далее. Вот это проявление, они только тогда чувствуют, что их действительно любят. Есть категория людей, которые любят подарки. Подарки не обязательно такие большие, а подарки могут быть очень маленькие. Какой-то сюрприз, какая-то неожиданность, какая-то мелочь абсолютно. И они придают подаркам очень большое значение. Если помнят все даты рождения, даты каких-то событий, которые с ними произошли, которые они отмечают. Есть еще другие люди, которые понимают, все это они не поймут, если мы им все это проявим, но для них очень важно, для этих людей, у кого язык любви 5, это совместное время. Что это такое? Эти люди очень любят, когда вместе что-то делают, когда рядом тот человек, который тебя любит, находится рядом с тобой, когда тебя поддерживает в игре, когда с тобой куда-то вместе ходит, когда ты что-то делаешь, приходит рядом, даже может просто сидеть. И это проявление любви. Вот 5 языков любви. Каждый из членов семьи, вашей семьи, говорит на каком-то одном языке, это как приоритетный язык. Мы все говорим на 5, но один язык всегда является приоритетный. И очень важно вам всем знать, кто на каком языке говорит. Если мы знаем, кто на каком языке и у кого приоритетный какой из этих языков, то у нас очень многие конфликты уходят из нашей семьи. И ребенок начинает чувствовать, что действительно его любят. Например, предположим,
У мамы может быть язык любви – слова. У папы язык любви может быть тело. А у ребенка языком любви может быть совместное время. То как быть всем этим людям? Потому что каждый будет ожидать к себе, по отношению к себе. Например, мама будет ожидать от папы каких-то слов, а папа этого не будет говорить, потому что для него это тело. А ребенок это тоже не будет говорить, и каждый будет ожидать этого к себе, то на каком языке он говорит. Ребенок будет ожидать, что вместе с ним играли, вместе с ним куда-то ходили, просто, может быть, даже рядом находились, выбирали его общество, чем общество друзей или чем общество работы. Поэтому очень важно делать такие ранжиры. Если мы, каждый из членов семьи, делаем ранжир, то тогда у нас в нашей семье мы начинаем понимать лучше друг друга. С вами была Татьяна Сабарайкина. До свидания.